Вилмар Силва Оливейра, вице-президент Международной федерации масс-рестлинга, ответственный за развитие масс-рестлинга в Южной Америке, президент Федерации масс-рестлинга Бразилии. Сеньор Оливейра, здравствуйте. Boa tarde. Когда вы впервые узнали о масс-рестлинге как о виде спорта? Впервые я узнал о масс-рестлинге 6 лет назад. Тогда, в 2012-м, меня и моего коллегу пригласили в Якутию, чтобы мы поближе познакомились с этим, без сомнения, интересным видом спорта. В том же году на первом конгрессе Международной федерации масс-рестлинга я взял на себя ответственность развивать новый вид спорта в Бразилии и был избран вице-президентом новой международной организации. Я был очень рад и доволен, что именно я буду первым, кто познакомит спортсменов в Южной Америке с экзотическим видом спорта, что я первым начну готовить атлетов для участия в турнирах по масс-рестлингу у себя и на континенте, начну вывозить их за рубеж и, конечно, в первую очередь в Россию. Скажите, в каких странах вашего континента наиболее активно развивается масс-рестлинг? Мы начали свою работу, конечно же, с Бразилии. Мы ездили в разные штаты, проводили первые презентационные соревнования. Так мы побывали в самых крупных городах страны – Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, далее в штатах Амазонас, Санта-Катарина и Рио-Гранди-ду-Сул. Кроме этого, мы привезли этот вид спорта в Аргентину, для начала в город Мендоса. Затем был город Монтевидео в Уругвае, планируем еще и работу в Чили. Таким образом, сейчас деятельность наша направлена на разные штаты Бразилии и еще 3 страны. Конечно, в наши планы входит продвижение масс-рестлинга в Перу, Венесуэле, Боливии, а также Эквадоре. Поверьте, мы достаточно много работаем, чтобы увеличить количество стран, охваченных масс-рестлингом. Мы и впредь будем вносить свой максимальный вклад для достижения нашей общей цели – включения масс-рестлинга в олимпийскую программу. А как вы считаете, чем этот вид спорта привлекает новичков? Почему он настолько привлекателен стал в вашей стране? Как я уже говорил, в Бразилии мы начали развитие 6 лет назад. Наша работа была разносторонней. В самом начале мы с энтузиазмом стали проводить презентации и соревнования в школах и колледжах. Проводили соревнования даже среди полицейских. Сейчас я планирую познакомить с этим видом силовые структуры, армейские подразделения, внедрять масс-рестлинг в вооруженных силах. Работаю над тем, чтобы как можно больше людей узнали о масс-рестлинге. Я читаю лекции в университетах, провожу ознакомительные курсы среди студентов. Таким образом, мы стараемся привлечь внимание все большего количества новичков и сделать масс-рестлинг известным в Бразилии. Большим достижением считаем включение масс-рестлинга в программу спортивного фестиваля Арнольда Шварценеггера в Южной Америке 3 года подряд. В первый раз он состоялся в Рио-де-Жанейро и 2 года подряд в Сан-Паулу. Благодаря масс-рестлингу спортсмены из разных стран Южной Америки лично смогли приветствовать знаменитого актера и великого атлета мира. Мы знаем, что вы не раз были у нас в Якутии. Скажите, пожалуйста, что вы узнали о нашей республике? С самого начала привлекает история возникновения этого вида спорта, в которой есть не только спортивный, но и мощный культурный аспект. Вид спорта, который пришел из глубины веков, из региона совершенно им неизвестного, из далекого северного региона России. Вначале именно это вызывает первый интерес и привлекает любопытных и любящих все новое людей. И уже потом, конечно, само единоборство, которое сочетает силу и технику. Это абсолютная правда. В Якутии мы побывали уже несколько раз. Мне очень нравится и сам город, и регион. Мы знаем, что именно здесь родился этот вид спорта. Кроме этого, у нас появилось здесь много друзей. Мы теперь знаем, что здесь развивают и разные другие национальные виды спорта. Мы узнали, что здесь достаточно процветающий регион с высоким уровнем бизнеса и производства. Мы каждый раз заново открываем Якутию для себя и все больше поражаемся, узнавая ваш регион. Впервые я побывал здесь летом, тогда было тепло и мне было достаточно комфортно, но затем были поездки зимой, когда я застал 55 градусов ниже нулевой отметки. Для меня это было удивительно и достаточно тяжело, потому что бразильцам никогда не приходилось быть на таком сильном морозе. Разумеется, но мы хорошо подготовились и имели теплую одежду.
В ноябре в Якутске будет проходить чемпионат мира. Каковы ваши планы? Примете ли вы участие в этих масштабных соревнованиях? Да, мы планируем привести команду из Бразилии. Кроме этого, ведем переговоры с атлетами из Аргентины и Уругвая. Попытаемся организовать их приезд и участие. Да, это в планах. Расскажите о себе, о своей семье, о том, как вы пришли в спорт. Понятно. Я родился в 1961 году. Мне сейчас 57 лет. Детство мое прошло в городе Камбара-ду-Сул, который находится на самом юге Бразилии в горах Гауша. Там достаточно холодный климат, и зимой частенько выпадает снег. Конечно, это не Якутия с ее очень низкими температурами, но у нас 5, 6, 7 ниже нуля обычное дело. Потом мы переехали в Кашиас-ду-Сул, город, который также находится в этой горной местности. В период колонизации эту территорию заселили итальянцы. Они здесь обосновались, построили жилье, развили производство и, само собой, принесли на новую родину свою культуру. Спортом я начал заниматься очень рано. Однажды, в свои 8 лет, вместе со своим другом по телевизору я увидел открытие крупных международных соревнований. Мне тогда думалось, что это чемпионат мира. Это был футбол? Кажется, это была Олимпиада. Там было много разных видов спорта. В тот момент я понял, что тоже очень хочу однажды принять участие в таком чемпионате, как спортсмен. Хочу, чтобы у меня было много друзей, хочу увидеть мир и, конечно, представлять свою страну. Так это стало моей мечтой, детской мечтой, которая теперь должна была воплотиться. Меня в этом поддерживала вся моя большая семья. У меня 6 сестер, я единственный мальчик. Тогда мы переживали тяжелый период. С моим отцом произошел несчастный случай на работе, и он не мог дальше содержать семью. Поэтому я начал трудиться очень рано. Я работал на улице, продавал веники, чистил обувь. Мне надо было зарабатывать, чтобы поддержать моих младших сестер. Несмотря на это, я продолжал мечтать. И в 11 лет я впервые пошел в спортивную секцию на занятия боксом, а затем увлекся атлетизмом. В то время я весил всего 40 килограмм и был очень худощавым и слабеньким. Да что там, я был самым хилым и в школе, и на улице, и в своем районе. Это меня подстегивало еще больше. Мне хотелось переломить эту тяжелую для меня ситуацию. В 18 лет меня призвали в армию, и я пошел служить, что тоже укрепило меня. Потом было много соревнований по культуризму и пауэрлифтингу. Я завоевал много титулов по обоим дисциплинам. Сначала на национальном уровне, а затем и на континентальном. Параллельно я занимался бегом и велосипедным спортом, прошел курс по парашютному спорту. Но из всех видов спорта мне все больше импонировали силовые. В 1991 году я впервые принял участие в чемпионате мира во Франкфурте на Майне в Германии. Выступил хорошо, занял 4-е место в мире. Это сподвигло меня на переезд в Германию. Я соревновался во многих европейских странах – Венгрии, Чехословакии. В 1997 году я получил приглашение тренироваться и выступать в США. И именно тогда я выиграл свой первый чемпионат мира. Я стал чемпионом мира. В этом же году меня выбрали вице-президентом Конфедерации пауэрлифтинга в категориях дедлифтинг и бенчпресс. С этого времени я стал готовить бразильских атлетов и привозить их на соревнования в США для участия в чемпионате мира. Я стал техническим руководителем сборной Бразилии. В это время уже существовала ваша академия, ваш клуб? Уже существовала. Свой первый клуб, у нас это называется академия, я открыл в 1986 году и начал работать как тренер, как преподаватель. Я стал помогать другим в подготовке к соревнованиям. Но не все шло гладко. После того, как я выиграл в 3-й раз чемпионат мира по пауэрлифтингу, я попал в тяжелую автомобильную аварию, в которой чуть не потерял правую руку. Мне пришлось долго восстанавливаться, но я был упорным. Вернулся к тренировкам и победил в мировых первенствах еще 14 раз подряд.
Как-то при организации очередных соревнований в Сан-Паулу я познакомился с атлетами из «Стронгмен», одним из которых был Адам из Венгрии. Я от него впервые узнал о масс-рестлинге. После этого была поездка в Москву и Якутск, чтобы подойти к этому вопросу более профессионально. Это была обычная практика в нашей среде тренеров и атлетов по силовым видам – двигаться вперед, рисковать и выигрывать. Я счастлив, что в моей жизни появилась новая страница, связанная с новым видом спорта – масс-рестлингом. Я с нетерпением жду новой встречи с якутянами, самыми благодарными зрителями в мире. Я благодарю вас за это интервью. Спасибо вам большое. Удачи. Obrigado. Спасибо.